Удмуртского народа. Об этом мы должен идти серьезный разговор на сегодняшнем форуме. Мы верим, что наш разговор о культурно-духовных проблемах удмуртского народа, а также о путях решения общих социально-экономических задач пройдет в обстановке деловитости, откровенности и доброжелательности, которая была и всегда присуща нашему сообществу. На съезд было избрано всего 124 делегата. Из них явились на съезд 116 человек. Кворум имеется. Пятый съезд удмуртов Башкортостана объявляется открытым. Следующих товарищей. Рахимянова Лера Закировна, заведующая Удмуртским ИКЦ, новый этап. Суфьярова Сакина Садридиновна, учитель удмуртского языка, литературы МБО Большой Качак, Калтасинского района. Ибраева Земфира Садридинова, учитель удмуртского языка, литературу средней общеобразовательной школы села Каймашабаш Янаутского района. Так, есть возражения или дополнения? Отводы есть? Нет. Ставлю на голосование. Кто за то, чтобы избрать? Слова искренней благодарности от всех людей Подгорного района. Конечно, все награды, которые существуют в стране, награды Кирович уже имеет. Я уже сказал, заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации. Фонд кавалер орденов. Последняя награда была орден дружбы нашей республики, дружбы народов. Администрации совет. Поэтому, Владимир Николаевич, высшая награда осталась от района, это совета муниципального района. Я вам это вручаю от имени всех. Пожалуйста.
днем рождения вас! Гарипова Радика Накиевича. Здесь? Я вас не видел. Вас здесь нет. Товарищу Рахимзянову Эдуарду Бурхановичу, он здесь. Иванову Фанузу Касимовичу. Спасибо большое. Спасибо. Министерство культуры Республики Башкортостан приветствует всех участников и гостей 5-го съезда удмуртов Республики Башкортостан. Это банально не звучало, но именно башкирская земля стала родиной для многих национальностей. И на протяжении многих веков вместе с башкирами, русскими, татарами и другими народами удмурты обогащали историю и культуру всего нашего многонационального Башкортостана. И как отметил Рушан Кадимович, в 1996 году была создана региональная общественная организация Республиканский национально-культурный центр удмуртов Башкортостана, и председателем его, которого стал всеми уважаемый, нами любимый Ринат Биктимирович Галямшин. И вот 19 лет Ринат Биктимирович неустанно трудится во благо своего народа. Ринатом Биктимировичем проделана огромная работа по сохранению культурного наследия удмуртского народа, укреплению межнациональных, межрегиональных связей и также удовлетворению национальных культурных потребностей удмуртского народа. Здесь бурей, Tunne taçı tazalı Lukaskemin tujgesno aşmalı udmurtluk mes vozini tırşişyasız, şulmaşkişyasız sayılık nimiştiz tilidli tavşumen pote tırşamdino udmurt kalıklı kalıkes aşıntını tırşamdı konuna. Салам баджим передли Веран Курис, удмурт, конечно, президент ТЭС, Игорь Николаевич Семенов, Салам туш мылкыды залтачы буны, телезатичкыны, верашкыны, но спермы одик вакыте там еще действуны милям баджим мероприятия, и жескынотче удмурт кумлыкмылы укмыстон пить артырме валче тунне отынотчишке милям удмурт активлер торжественное собрание. Собственно, щупала адямез Лукашком мотынкен тыршис, шумыш, пыришке удмурт, конечно, ужасно. Тодишкоды тани та муналысы нелеты числе, орчем нелеты числе, тырмис укмыстон витяр удмурт калыклер кумлык баштемез дыришен. Трос арьос орчизы содыришен, Ашмелен удмурт ямы аженскиз, баджимеш вормонёсо, дырпустын баштиз. Трос арьос орчизы, котькоес валосо, дырпустын уровезно, умоезно. Митуне ашпала уломбес аджишкомы чеберен. Капчиму кыдын кумитаны та праздникность. Али удмурт калык мыне даскунети съездили дасяшкыны путскизини. Сор, чос, ижевскын, дасадегети, даскекети февраль толеже. Сын валсетани ни веразины, тунне тират ужадады, былемын лозы со съезде делегат ёсно. Кворумя тиредлы быльоно лоз дасвить делегат съезде. Ну, верамына ивал, но дасвить адями палыш, делегатос палыш, тиредлик Tunne çıktonu boznay kızı raşkımı
Квин Йосчи Пичи Кенешамы, Национальное собрание. Все тоже чакрана власть. Марпумын кемалвераш кылабак шакерасал вот конечно марборд нужно останется съездим мы съездим ми роспрос верашкомы иди ужамы марлыштемы берлалёсы даскети съезд отчемдере. Но мы бисик конечно тыршимы удмурт кылмес возены ажентыны. Малкеш шоно ванды валашкоды кыл борды званию спотай. Кыл быриске кыл эскелу удмурт калык ноузлу. Нырежик сокотыр тыршимы, ужаны. Садик мон балашко тунга татынлыктен адемиос тоже шулам шугяшко талашан. Кыжи ажданас тунга верашкон потос кыжи ажданас божоно удмурт кылес и ажимтоно. Тани кылын верашкиды веразын тунга чам виттон сижим школасын дышото. Ожи атажия предмет волчья или факультативно удмурт кылес. Согласно новому представительству делегации, утвержденному на заседании Совета национального культурного центра Удмурта Башкортостана, состав делегации на 5-й съезд Удмурта в Республике Башкортостан был избран 124 делегата. Из всех избранных делегатов на съезде присутствует 16 делегатов, что составляет 93% от числа всех делегатов. Выборы делегатов проведены в 8 районах Республики Башкортостан, в городе Нефтекамске и в Уединском районе Пермской области. Края. На съезде присутствуют гости из Удмуртской республики и Свердловской области. Самая представительная делегация – это, скажем, хозяева сегодняшнего нашего съезда Татарского района – это 41 человек. Также Янурский район – 29 человек. Из остальных районов и городов Калкасинский район – 10 человек, Бураевский район – это 3 делегата, Балтачский район – 4 делегата, Куйдинский район Пермского края – 3 делегата, Лемикиевский район, 3 делегата, Рижский район, 3 делегата, Куштаринский район, 3 делегата. Мандатная комиссия 5-го съезда Удмуртов Башкортостан закончила регистрацию делегатов и гостей съезда и произвела краткий анализ прибывших участников съезда. Вот, и в работе съезда принимают участие наши уважаемые гости, которые были уже озвучены. Это глава администрации муниципального района Таштинской района Республики Башкортостан Гараев Рушан Кадимович, заместитель заведующего отделом по реализации национальной политики и управления главы Республики Башкортостан по общественному и политическому развитию Ханов Эльшат Навкатович, депутат Госсобрания Курултая Республики Башкортостан Исангулов Ильдар Хамзевич, депутат Госсобрания Курултая Республики Башкортостан Никитин Николай Ильич, также директор Государственного учреждения Дом дружбы народа Республики Башкортостан. Это у нас Азат Ахметович или нет? По-моему, Ильшат Кашгалевич, извините. Также представитель Национального культурного центра Удмуртов Башкортостан Галям Шаминат Бектимирович, представитель Ассамблеи единогорских народов Республики Башкортостан Герасимова Юлия Николаевна, вице-президент Ассоциации Удмурт Кенеш Греков Валерий Павлович, член Совета Национального культурного центра Удмуртов Башкортостан Баймир Ханиф Мулаевич. Также координатор по работе с удмуртскими диаспорами по России Дома дружбы народов Удмуртской республики Чибышева Флюра Ахметовна, председатель Национального культурного центра Удмуртов Пермского края Ведятов Станислав Ведятович, руководитель Центра удмуртской культуры Свердловской области Валкинеш Шамшаров Георгий Касимьянович, руководитель Удмуртского культурного центра УЛОН Зайнулина Ирина Тимиршиновна, также председатель Марийской национальной культурной автономии РВЛ Марии Музин Павел Исадыкович. Дальше Зукарнаева Айгуль Хусаиновна, это заведующий сектором межведомственного взаимодействия Министерства культуры Республики Башкортостан. Фузиев Алексей Федорович, председатель сельхозпроизводственного кооператива Уединского района Пермского края Большевец. Также глава сельского поселения, Большегондовского поселения Пермского края Калининского района Гайтиев Фидель Равулевич. И мандатная комиссия докладывает, что съезд прошли, что регистрация 116 делегатов. В силу различных причин на съезд не смогли прибыть делегации от некоторых районов, это в количестве 8 делегатов. Мандат установленного образца для голосования выдан в ходе регистрации. Кворум для открытия 5-го съезда Удмуртов Башкортостана имеется. Мандатная комиссия просит делегатов утвердить представленный доклад. Председатель мандатной комиссии. Станислав Гайдулович, спасибо. Так. Уважаемые делегаты, предлагается утвердить предложенный отчет.
Деч Буречь Гажана исчез. Здравствуйте, уважаемые делегаты, уважаемый президиум и уважаемый Рушан Кадимович Ринат Викимирович. Разрешите, пожалуйста, говорить на удмуртском языке, так мы представители являемся Удмуртской республики, и у нас поздравление тоже на удмуртском языке. Деч Клачко треды скажем исчез, тачи баджим ужараденды, сишком треды баджим шут, тазалык. Моном тачи килязе мисс, он как представляю Министерство национальной политики, Дома дружбы Удмуртской республики и Национальный центр закамских удмуртов. Туш трос килязе почти четиму митведа дамян сече почетно грамотно, тау короньостес, малакеши наверное, трос узудырса, тилят атым Башкирстанын ужаш удмуртеслен, туш трос богатца ужаш адямьосты, специалистисты. Туж баджим верамес потискал Ринат Викимирович Тилетулы, Лариса Николаевна Буранова. Событча тушки марч уже богатца ужамдылы, туж баджим тау верамес потискалы. Совет окшору уж эвел, донтырса ужан уж севел, со пушкиш потем, совет внутренние ресурсы человеческие. Кубича пашка чулем куле, кубича кужон куле, кубича тазалут куле. Но та уже сбыттыса ужасати, наверное, уже тазал, десят быттедермал пашка. А лячка для дажаты пуки по состоянию здоровья, они попросту сапожков ужишты, марнуль кашкиды, вайкану тодышкады, именно пойдет уже по состоянию здоровья. Сопана, Ринат Викимирович, туж баджим тау вераму поте. Али уже что-то кошки-дыкина, но все равно ты клёты Малпашка почетный председатель, а не просто член правления. А запалан уже тысячи рады, вот тем адямёсты, богатый специалист сёсты, тилят которая мет деш адямёсты, помощколоз медужалявозы, тилят кужумды, тилят валанды, тилят вижды, али тысячи раду слутем адямёсты, туш кулы вознали. Кужум ёсты, казал, тёсты кемарис, лумете читалось. Тилят с фамилия Галямшин Шон, это пароль, это Республика Башкортостан, так как я много раз выезжала в Республику Башкортостан, Министерство образования, Министерство культуры. Одно слово, что это Галямшин, все двери открываются. Хотите, верьте, хотите, нет. Это настолько человек авторитетен перед Республикой. Это не то, что по Республике Башкортостан, это по России. Почему я так назову? Потому что я сейчас очень часто выезжаю по регионам, общаюсь с удмуртскими диаспорами, уважаемые удмурты Башкортостана. Нигде нет такой сильной, мощной организации удмуртской диаспоры. Я всегда горжусь этим, я всегда пример привожу везде во всех регионах. Это почему? Это мой народ, это моя родина, Республика Башкортостан. Значит, мои люди еще лучше везде показывают. То, что народ, который выходцы даже Республики Башкортостан за пределы Удмуртии, то есть Башкирии, живут, нигде себя они не теряют, они везде достойными занимают посты во всех регионах. Мы гордимся этим. То, что на высоком, на мировом даже можно уровне, на финно-угорском мире, это точно однозначно. Уже вытащил Ринат Викимирович удмуртов. И знают в финно-угорском мире. Не то, что в России. Спасибо всем, кто работал столько много лет рядом с ним. Будьте всегда, оставайтесь такими дальнейшими, что вот этот центр не распался. Подставьте плечо, пожалуйста, Ринату Викимировичу, чтобы он не упал духом. Он пусть будет настоящим почетным председателем вашей организации. Хотя, конечно, на удмуртском языке. Гажана Ринат Викимирович, Удмурт Элькуныч, Ванькалк Юсениманос, Таукаришко, Бадюм уж Нуэмдепанна. Кыжа чужети, туж богатыса, Ваньшуным Деспонаса, Кивалшкады, Башкортостан музеем был улыш Удмурт Йосел. Калагес Огажьян, Капчу Ушебел. Сокуле Куле Баджим Чиданлыкес, Баджим Шулно Аджами. Ти богатыды деч кусы пьёс купатына Россиялен мукет улыс Йосас, Ужаш Удмурт, Мер Огажаш Кюньосын. Башкортостанын улыш Удмурт Йосын, Данзе Жутиды, Финогор Куньосынна, Иль Куньосынна. Гажана Ринат Викимирович, Пайдалыкы мет удысты мет ажишкос, Вазаты трос, Валаш Аджамиос мет возы, Шут бурда тазалык тилетлы.
Халық құзыпесті юнатон ұдышын бәджі ұш нәлесқынды. Рахимьянов Николай Владимирович. Удмурт Ардышан Юлыс Утен Аджитон Бабу Ардыконна. Нурьяхметова Лилияна Фанилевна. Дечкашком Сучебаджим Дамян, но она еще у нас студентка медакадемии. Она учится в Ижевске, Удмуртии. Настолько способна, талантливая девочка, я вам только что сказала. Те, которые выходцы из Республики Башкортостан, удмурты, они везде себя находят. Везде они себя показывают. На любом уровне, в любом возрасте, как говорится. Вот студентка сейчас мы награждаем. Ее нету тут сейчас. Папа, входите, пожалуйста, сюда. Мы эту девочку уже в Республике Башкортостан не вернем. Мы оставим себя. Марданова Татьяна Дмитриевна. Сидимаков Людвиг Латыпович. Тау Король. Благодарственное письмо. Байназарова Гульфира Давлетбаевна. Шагиев Алексей Борисович. Куснияров Тимирзян Шаримзянович. Кайниада Наталья Минимарзановна. Уважаемые делегаты и гости, поздравляю вас всех с началом работы съезда Удмуртии Башкортостана. Надеюсь, что вопросы, просмотренные сегодня, помогут разработать план действий на будущее. Гажана президиум, гажана делегатиус өтем новость. Дечкулашко вайдес Башкортостаныш Удмуртиослен съездилен ужаны кутскиминез. Остишко тунна учкем шкумьос югдотозу ожидания ишкесмес. Одним из важнейших направлений национальной политики нашей республики является осуществление программ в этнокультурной сфере. Многонациональность Башкортостана является основой взаимообогащения культур народов для воспитания интернационального духа в обществе. При многовековом совместном проживании и взаимодействии тюркских, славянских, финно-угорских и других народов в Башкортостане сложились устойчивые традиции взаимного уважения, накоплен опыт совместного решения возникающих проблем. Национальный культурный центр удмуртов был создан в 1996 году. За эти годы центр превратился в большую влиятельную силу, завоевал авторитет и уважение среди других общественных движений, наладил контакт и взаимодействие с органами государственной и муниципальной власти республики. Это позволило привести в жизнь важнейшие политические, социально-экономические и этнокультурные вопросы развития удмуртского этноса. Языковая политика становится в последние годы одним из основных направлений государственной политики. В общеобразовательных организациях республики обучаются 2314 обучающихся удмуртской национальности. В 39 школах и филиалах обучаются на родном удмуртском языке и изучают родной язык 1253 учащихся. Удмуртский язык и литературу преподают 30 учителей.
В образовательных учреждениях республики оборудовано 21 кабинет удмуртского языка и литературы. В возрождение родного языка весомый вклад вносят и работники дошкольных образовательных учреждений, в которых организована предметно-бытовая среда, которая дает возможность глубокого ознакомления детей с родной удмуртской культурой, бытом, историей, народным творчеством. В 2012 году на базе Нижнебалтачевской средней школы была организована экспериментальная площадка «Педагогические условия формирования успешной личности в национальной удмуртской школе» с целью организации удмуртской гимназии. В октябре 2015 года школа успешно защитилась, и сейчас мы очень надеемся, что скоро откроется удмуртская гимназия, ведь ее открытие было бы большим подарком в повышении образовательного уровня и получения дополнительного образования. Но, к сожалению, в последние годы волнующими проблемами в преподавании удмуртского языка является наблюдение тенденции уменьшения количества часов на изучение родного языка, а также в связи с оптимизацией образовательного процесса многие школы закрываются, в том числе и удмуртские. Поэтому надо искать другие варианты изучения родного языка. Ведь если не будут созданы условия для развития и широкого функционирования языков, то не будет и будущего народа. Не зря в народе говорят: народ жив до тех пор, пока жив его язык. Сфера обучения – это не единственная сфера функционирования языков. Средства массовой информации также активно содействуют национально-культурному и творческому развитию народов. В 1999 году крупным событием в культурной жизни удмуртов Башкортостана является начало издания на удмуртском языке еженедельной республиканской газеты «Ошнес», что обеспечивает получение информации на своем языке. Учредитель газеты – правительство Республики Башкортостан. Возрождение народной культуры – одна из основных задач Национально-культурного центра. При государственной поддержке и с помощью районных администраций проводятся народные праздники, фестивали, смотры самодеятельного творчества, такие как фестиваль культуры и искусства финно-угорских народов «Самоцветы Прикамья», межрегиональный фестиваль молодых исполнителей удмуртской песни «Жужжачки Жильёс», праздники деревень и так далее. Во всех районах творчески работают фольклорные коллективы. 8 из них присвоено почетное звание «Народный». Это Шулдыржик, Марджан, Учиныл из Тацминского района, Чиборье, Балтачевский район, Югдон, Янаульский район, Имбур, Калтасинский район, Имбожо, Бураевский район, Зангари, Пермикейский район. Также народными коллективами являются ансамбль удмуртской песни «Джеч Малпаньос», вокально-инструментальный ансамбль «Удмурт Пьос», мужской вокальный коллектив «Эрджи» и детские образцовые коллективы «Лошкари», духовой оркестр и оркестр русских народных инструментов. Все эти коллективы из Татшлинского района. Сегодня с гордостью можем сказать, что представители удмуртов Башкортостана успешно участвуют на международных и межрегиональных конкурсах и фестивалях. Например, Камалдинова Альфира и Тимирханова Алена стали обладателями гран-при на международном фестивале исполнителей песни «На крыльях таланта» в городе Санкт-Петербург в 2012 году. Юные исполнители народных песен сестры Линда и Алина Гильмановы на международном фестивале искусств «Финно-угорский транзит» стали обладателями диплома первой степени в номинации «Наследники традиций» Ижевск 2014 год. Также сестры Гильмановы участвовали на всеудмуртском национальном празднике Гербер-2015 в городе Москва вместе с народным фольклорным ансамблем «Марджан». Многие мероприятия стали традиционными. Например, слет заслуженных работников Российской Федерации и Республики Башкортостан, чьи заслуги отмечены орденами, медалями и почетными грамотами. Данное мероприятие проводится с целью объединения прославленных удмуртов, показать, что их заслуга не забыта, их знают, ими гордятся. А в будущем молодое поколение постарается достойно продолжить их дела. Доброй традицией является ежегодно проводимый среди удмуртских школ республики фестиваль творчества и искусства. Они участвуют в конкурсах по декоративному прикладному искусству, журналистике, поэзии, живописи, фольклору, эстраде и компьютерной презентации. Большую значимость имеет то, что дети здесь не только учатся, но и показывают свое умение и делятся опытом. С 2004 года по инициативе заслуженного работника физической культуры Республики Башкортостан
Тимирбаева Григория Якубаевича проводится детская спортивная олимпиада среди учащихся удмуртских школ. В программу вошли все виды летних олимпийских игр. Ежегодно проходят соревнования по волейболу на приз газеты «Ушнес» и Кубок Национального культурного центра. Лыжные соревнования на приз мастера спорта СССР по лыжам Галямшина, Рената Тимиревича и так далее. С 2003 года на базе лагеря имени Комарова Татшкенского района организуется межрегиональный творческий лагерь «Устойчикар». В организации лагеря большую помощь Национальному культурному центру удмуртов Башкортостана оказали комитеты по делам молодежи Республики Башкортостан и Татшкенского района, Министерство национальной политики Удмуртской республики, молодежная общественная организация Удмуртской республики Шунды и руководство лагеря Шундыка. В лагере ежегодно отдыхают и обучаются мастерству более 100 юных дарований: художники, музыканты, артисты, мастера, умельцы, журналисты, фотографы из сельских местностей Республики Башкортостан, Удмуртской республики и Пермского края. В доступной форме дети знакомятся с современными тенденциями развития удмуртской культуры. С детьми занимаются специалисты из Республики Башкортостан и Удмуртской республики. Но здесь тоже вот проблема. С каждым годом все хуже и хуже с финансированием, хотя лагерь один из лучших профильных лагерей в республике. Поэтому у нас огромная просьба к отделам образования администрации районов компактного проживания удмуртов включить в годовой бюджет организацию отдыха детей в профильном лагере. Особое внимание уделяется возрождению забытых и полузабытых традиций и обрядов, ведь они являются неотъемлемой частью культуры и быта удмуртов. Они пронизывают все стороны жизни, и их исполнение обязательно как для отдельного человека, так и для общества в целом. Еще до 30-х годов 20-го столетия весь жизненный уклад, вся жизнедеятельность удмуртов были пронизаны обрядами, празднествами, народными традициями. Вторая половина 20 века является периодом трансформации и полного исчезновения многих традиционных национальных обрядов. Представители старшего поколения, несмотря на длительный период антирелигиозной пропаганды, настойчивые попытки уничтожить в народной памяти религиозно-обрядовые традиции предков сохранили им верность. В последнее время они довольно активно помогают возрождать обычаи и традиции, приобщая к этому и подрастающее поколение. Одним из таких является Садреев Наджиб Агай. Так, одним из таких полузабытых обрядов был обряд моления. Теперь, благодаря политике руководства Республики Башкортостан и помощи Национального культурного центра удмуртов, эти моления проводятся во всех районах ежегодно. В селе Новые Татышлы и Нижний Балтачево Татышкенского района построены молельные дома. До 30-х годов 20-го столетия проводилось самое большое моление Элен-Гойш, моление всем миром, где собирались удмурты Бирского уезда. Моление проводилось по очереди в 3 деревнях. Это деревня Алтая Гукраевского района, деревня Старый Варяшин Аульского района Республики Башкортостан и деревня Киргак Единского района Пермского края. В 2008 году возродили этот обряд, и теперь он проводится ежегодно в таком же порядке. Ежегодно проводятся народные праздники Гой, Масленица, Бычина, Пасха и другие. Национальный культурный центр участвует в образовательных и культурных программах и по линии международного сотрудничества финно-угорских народов. Не раз принимали делегации из Эстонии, Финляндии, Венгрии. Гости каждый раз удивляются, как мы сумели сохранить свои традиции, язык, но после изучения национальной культурной политики нашей республики воспринимают это как должное. Члены Совета Национального культурного центра активно включаются и в мероприятия различного уровня, проводимые в Республике Башкортостан и Удмуртской республике, где рассматриваются вопросы сохранения нации, языка, такие как межрегиональная научно-практическая конференция «Диаспора Урала и Поволжья», международная научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы функционирования родных языков». Удмурты Республики Башкортостан участвовали на 3-м, 4-м, 5-м и 6-м Международном конгрессе финно-угорских народов в городах Хельсинки, Таллин, Ханты-Мансийск, Шиофо. Делегатами были Галямшин Ренат Тимирович, Садыров Юрий Зарипов, Заитов Юрий Саитович и Шайбакова Татьяна Николаевна. На конгрессах обсуждались вопросы о сохранении национального языка, молодежная политика финно-угорских народов, вопрос о здоровье нации, о сохранении народа, взаимной помощи и уважения. И все они пользуются равными правами и возможностями. И одним из свидетельств тому является сегодняшняя конференция, съезд,
которая собрала удмуртский народ республики, чтобы подвести итог проделанной работе, подтвердить приверженность принципам, которые служат залогом дальнейшей успешной работы. Сегодня представители удмуртского народа следуют традициям уважения старших, почитания памяти предков, бережного отношения к обычаям, что определяет их стремление сохранить и приумножить свое многовековое культурное наследие. Убеждена, что конференция станет практическим шагом на пути их успешного развития, послужит делу приумножения духовных и нравственных ценностей финно-угорских народов. Желаю всем участникам съезда успешной реализации намеченных планов, плодотворного общения и всего самого доброго. Башкортостан, жемчужина Урала. Башкортостан, ты мой любимый край. Здесь разных народов большая семья. И этим гордиться должны мы, друзья. Башкортостаном зовется общий наш дом. Пусть будет уютно каждому в нем. Мону мутну душу до удмуртиш медишас. Мону потошу дуны удмурт гурьоз кырджаны. Ми камча рукнукёс, камча рынки дёкын улышкап, аскыр местанняшкап. Мону мутшу и недиштишкам, дешемет котинлык кузьмачкам. Анай, курчае, таду мокулыдыр дешкам, удмуртчамен верашкишкам. Дурамы кунелык титыки, котилышнык мы бантырмас. Көшчаймес шисаю идыке, дурамы кунды наш пота. Камшорын гүнжокын улышкам, камшорын шумыкёс улышкам. Краше расцветай, мой любимый край, родина моя, мой Башкортостан. Не налюбуюсь я на тебя, Башкортостан, моя ты судьба. Русский, удмурт, башкир и татарин, все мы едины в Башкортостане. Любим тебя и гордимся тобой. Башкортостан, ты дом наш родной.
Уважаемый президиум, делегаты и приглашенные гости. Очередной 5-й съезд Удмуртов Республики Башкортостан собрал сегодня здесь, в этом зале, самых активных, самых заслуженных, самых достойных удмуртов Республики. В Янаульском районе сегодня проживает около 7 тысяч удмуртов из 23 населенных, которые проживают в 23 населенных пунктах и в городе Янаул. Удмуртское общество в районе начало свою деятельность с 30 марта 1992 года. А с 1996 года вошел единый состав Национально-культурного центра Удмуртов Республики Башкортостан. Среди активных организаторов были такие лидеры у нас: Шаддинов Касим, Ахмедханов Юрий Уракович, Миликаев Тимир Галимович, Минлатыпов Михаил Залевич и так далее. И, конечно же, организатором и его руководителем Национально-культурным центром стал Ринат Бектимирович Галямшин. В то время НКЦ, его руководитель, выполнял большую организаторскую работу по объединению всех удмуртов. Выставлял себя как единственная целенаправленная организация. Постепенно его авторитет проявился в Удмуртской республике, в Пермском крае и, конечно же, среди народов Республики Башкортостан. Уважаемые делегаты, вот сегодня было предложение представить Рината Бектимировича как почетного члена Совета Национально-культурного центра Удмуртов Республики Башкортостан. Мы на Совете рассмотрели и мы утвердили, что Ринат Бектимирович останется почетным членом Совета. Нет. Можно? Почетным председателем, а он ведь и так является членом. Почетным членом он останется, так договорились ведь? Я предлагаю председателя, как Аксакал председатель. Член в любом случае членом останется. Ну, пока подождите, да, пусть он выступит. Это обсудим. Ваше предложение уже принято, мы об знаем. этом не договаривались, поэтому я с этой трибуны, я сказать об этом затрудняюсь. Я сказал почетным членом, так договорились было. О сегодняшней деятельности удмуртского общества расскажу по поселкам, по поселениям, где компактно проживают удмурты в Янаульском районе. Начну с села Старый Варяж, Варяжское сельского поселения, где проживает более 800 удмуртов, компактно. Значит, где руководит сегодня Мишакир Шаиславович Шардинов. Его знают. Здесь же работает СПК «Колхоз Восток». Руководителем является Владимир Камиулин. Значит, средняя общеобразовательная школа, директор Асатов Виталий Григорьевич. Сельский клуб, художественный руководитель Нигиев Радислав Ментимирович. Библиотека, руководитель Кисамудинова Марина Евгеньевна. Слаженная работа, хозяйство СПК «Восток». Его успехи считается самым устойчивым, это хозяйство у нас, самым устойчивым в развитии в районе, в республике. Стремится к передовым технологиям. Уже который год занимает первое место в животноводстве и растениеводстве в районе. Это их хозяйство знают повсюду. Вот, войдя в программу 500 ферм, в этом году вступила эксплуатация молочная ферма в селе Неняды, построена по новейшей технологии. Где есть работа, там есть и хороший отдых. Миншагир, где активно работают, там и активно отдыхают.
Мишакир Шаиславович творческий человек у нас. Успеха хозяйства – это пример для совершенствования работы по всем социальным вопросам. Значит, я вам приготовил было вот видеосюжет, то есть видеосюжеты, но камера должна была вот здесь светить, но не очень все видно. Но я постарался вам показать работу нашей организации. Всей организации, не только Янаульской, всей организации. Все вы здесь присутствующие есть в этих кадрах. Значит, это мое маленькое творчество, я их вам первый раз показываю. Значит, Мишакир Шаиславович, успех хозяйства – это пример для совершенствования работ по всем социальным вопросам. Лауреат номинации «Трезвое село». Значит, вошел в республике, идет такая номинация, и он вошел и стал лауреатом. Спасибо, Мишакир Шаиславович, что трезвое село – это нормальная сегодня жизнь для сельского поселения. Значит, сельские жители активно вовлечены в спортивные праздники к знаменательным датам. Это игра в хоккей, футбол, зимний, волейбол, лыжные гонки, эстафеты. Командами становятся не только, значит, побригадно, из МТФ, МТМ, бухгалтерии, школа, бюджетный работник. И никто не остается в стороне. То есть вовлекается, все село живет и радуется этой жизни. Потому что есть работа, есть, значит, и отдыхать можно. В СОЖ Старый Варяж. Вот все были, прошли республиканские фестивали детского творчества. И в этом году прошли, значит, спортивные фестивали. Весь педагогический коллектив, учащиеся были вовлечены в это дело. Эти мероприятия участники запомнили как великолепно организованные и полезные. Работники СДК проводят с населением огромную работу. В 2014 году было капитально отремонтировано здание СДК. Гордость СДК – это народный ансамбль «Югдон». Его участие в районных, выездных концертах, организована презентация ансамбля «Югдон» с приглашением удмуртских ансамблей из других сел. Подготовили и показали спектакли для селян и показали эти спектакли в соседних селах. Интересно и задушевно проводится мероприятие в деревне Наняды во главе художественного руководителя Гарифуллиной Лилии Федоровны. Это и Сабантуй, это и знаменательные даты. День 8 марта. Все села собираются на Новый год. Значит, активно они живут. После капитального ремонта сельская библиотека размещена в здании СДК и получила статус модельной. Руководит Хисамудинова Марина Евгеньевна. Работая с читателями, она достигла, ее читатели заняли первое место в районном конкурсе «Читающая семья». О работе с удмуртами, значит, вот это было село, значит, тут можно много, сейчас что можно верано, сослышь уланзес, сослышь ужамзес, отдельно мунца, отдельно куда, как они живут, как работают, как отдыхают. О работе с удмуртами в Шудекском поселении, где до сих пор была председателем Васиулина Бахит Жумаржина, роженка из далекой Семипалатинской области Казахстана. Она быстро овладела языком, удмуртским языком, восприняла народные традиции и обычаи, и среди населения пользуется большим авторитетом, является незаменимым помощником в удмуртском движении. Одним из первых организовал конкурсы Чеберина. Но мы вначале в Старом Варяже организовали, но она продолжила этот конкурс Чеберина. Мы знаем, что такое организовать большие мероприятия сегодня. Это и деньги, это и другие много других проблем. Но она успешно с ними справлялась. Спасибо, Валентина Жумашевна, за это. Все вопросы организации, обеспечения взяла на себя сельские поселения. Систематически проводим народные праздники. Бычинал, вот, провели в селе Шулека. Так грандиозно, так красиво все это было. И в селе Можга, в Айкелян, в селе Канигова.
и другие мероприятия. Все всегда без, значит, Бахиджамал Жумашин там эти мероприятия не проводятся. Прежде чем проводить мероприятие, она тщательно готовит деревни к празднику, благоустраивает улицы, дома, ремонтирует заборы, обновляют памятники, несколько раз собирает сход населения. И население чутко отзывается на ее предложение. Валентина Жумашина мужественная женщина. Трагедия, обрушившаяся на деревню, вот здесь будет фотографии этой деревни разрушенной. Деревни Канигова в 2014 году, ураган. Она и жители приняли достойно. Удмурты и население, и республика отзывались на беду и участвовали в восстановлении деревни. Бахит Джамал, ну еще, значит, они не дошли здесь, Бахит Джамал, не дошли до Шудака еще. Шудек открывает, Шудек. Непосредственно возглавляя эту работу. Спасибо за это. Так говорят ей жители. Средняя общеобразовательная школа села Шудек активно принимает во всех мероприятиях, организует спортивные мероприятия, соревнования и так далее. В концертах, спектаклях, проводимых клубными работниками. Бессменным помощником в этой работе является художественный руководитель СДК Нигиев Валерий Михайлович. Сегодня он был делегатом, но там неотложные работы появились. Поэтому мы сказали, причина есть, значит, оставайся. Но спасибо им, что они есть и будут в нашем движении. Сандугачское поселение, значит, является много удмуртов Сандугача. Руководит поселением Кусняров Тимиржан Шаримзянович. Здесь же работает ОАГРОМ, руководит Рудольф Равкатович. СОЖ села Сандугач Алексеев Арсений Алексеевич. Они как единая команда работают по всем вопросам. Несмотря на относительно молодой возраст Рудольфа Равкатовича, вот сегодня он присутствует здесь, слаженно, по-хозяйски, с перспективой работает по развитию своего хозяйства, где активно работают удмурты. Значит, покупают технику, увеличивают поголовье скота. Значит, где есть работа, еще раз повторяю, там все есть. При последних, значит, 3 последних года провели День деревень. Это деревни Наркан, Сандугач и деревни Барабановка. Жители тепло отзываются о проведенных мероприятиях. Ухоженные деревни, дороги, подворья и так далее, колодцы и так далее. Встреча с сельчанами, питание, почитание старших. Баджинал провели большое мероприятие в селе Барабановка, это Баджинал. Вечер памяти ветеранов войны Петрофанова и Николаева. Обновление обелиска в деревне Барабановка, День деревни Барабановка. Это заслуга художественной руководительницы Усняровой Надежды. Все население было, очень много людей. И пригласили заплатные артистов из Удмуртской республики. Плотникова там была. Люди очень воодушевленно восприняли это мероприятие. Несколько слов о... Здесь присутствует наш работник, председатель колхоза, работающий в финно-угорском мире. Это колхозе «Дружба». Но там есть маленькая деревня, удмуртская деревня, Починка, что они Маджлисе. Починка или старый Сусадбаш, новый Сусадбаш, где совместно удмурты и марицы проживают вместе. Колхоз был совсем, когда его поставили, колхоз был совсем уже все развалившийся. Где-то 80 килограмм молока надоевали. А сегодня это самый передовой колхоз. Значит, с перспективой на будущее работает. Уже весь свой технический парк обновил. Новые трактора, новые машины, новые комбайны он покупает. Вот когда мы обращаемся к нему, он отзывается на финансово, другую помощь. Я говорю, туда надо ехать. Какие проблемы? Хотя у него много работ, но он говорит, все, Юрий Александрович, поедем. Спасибо
таким энтузиастам, таким удмуртам, которые, значит, несмотря на все, поддерживают. И мы благодарны им. Пусть дальше их работа будет в таком творческом духе, с людьми, чтобы авторитет у него среди населения сегодня очень высокий. Значит, вот я хочу несколько слов сказать о селе Банибаш. Такое село есть, маленькое село в Янаульском районе. Значит, там клуба нет, школы уже тоже нет, закрылись. Но есть там люди, замечательные люди. Обновили улицу, обновили все дома, значит, и руководит, значит, маленькое общество. Они свой культурный досуг организовали, свой, значит, ансамбль организовали, участвуют во всех других мероприятиях, которые проводятся в районе. Не это ли патриотизм, не это ли единство удмуртов, которые живут и работают в этом селе? Спасибо, Ульяна, значит, Накиповна, за это тоже. Вот с этой большой трибуны я вам говорю спасибо, потому что если не вы, если бы другие не отзывались на ваше, значит, вы бы жили каждый в своем доме, значит, не участвовали в других, не показывали себя, и культура повышается за счет этого и культура жизни. В селе Верхняя Барабановка, расположенная в живописном уголке на границе с Татышинским районом, здесь уже организованного хозяйства нет. Люди работают кто где, но большинство не торопятся покинуть свое село. Здесь старостой избрали уважаемого человека Станислава Гадыловича Набиуллина, который сегодня здесь присутствует. Они доверили его, они с большим пониманием советуются с ним, идут к нему за помощью. У него есть трактор, когда надо, дорогу открывает, когда кому-то надо сено косить, когда надо что-то, мероприятие проводить. Это вместе они и Сабантую, и другие мероприятия, национально-культурные мероприятия проводят вместе. И вот человек, на которого смотрят жители. И спасибо, Станислав Гадылович, что ты есть в этом, вы есть в этой деревне, вы являетесь лидером в этой деревне. И, значит, клубный работник здесь же, значит, работает Винарий Владимирович. Вместе они проводят любые мероприятия. Мы там провели Баджинал праздник, Вейкелян праздник. Они, я говорю, моления открыли у себя. Вот это работа с населением. Вот так надо и другим работать. Всем нам, мы так работаем, значит, и другие, я знаю, что так и работают. Я показываю, как мы работаем. Поэтому, значит, уважаемые делегаты, так, я еще не сказал о Каймашабаш. Вот маленькое село, ну, тоже хозяйство было, сейчас хозяйства нет, но есть школа, есть, значит, дом, сельский дом культуры, есть библиотека, значит, вот здесь работают тоже замечательные люди. Вот провели там Вейкелян праздник, Земфира Садридиновна, несмотря на холод, значит, там в марте это было, 17 марта, я помню, и вот, значит, она всю деревню организовала, подняла, значит, это мероприятие. Сначала было трудно организовать, но потом селяне говорят, мы будем еще провести мероприятие, дайте нам мероприятие. Вот на следующий год мы уже планируем День села, деревни Каймашабаш. Это с большой историей это село, значит, с многими интересными людьми, талантливыми людьми, значит, и большой историей этой школы. Значит, мы надеемся, что мы всегда вместе будем работать, значит, организовать, работать, значит, для улучшения культуры народов. Уважаемые делегаты, делегация района участвует в мероприятиях, проводимых в Республике Башкортостан и Удмуртской Республике. Конференции финно-угорских народов мы участвовали несколько раз уже. Вот председатель здесь Юлия Николаевна, все знаете, так ведь, да? Съезд ассамблеи народов участвовали, как и делегация всех удмуртов Республики Башкортостан. Значит, конференциях, круглых столах, которые проводятся в Удмуртии и здесь. Эленвэш проводим, значит, вот в этом году большой был Эленвэш в
в Старом Бареше. Значит, многие даже прибыли из Удмуртии, из других регионов. Там было очень много. Здесь должна была быть фотография этого, но я не знаю. Со мной они не идут, по-моему, рядом. Значит, Чакара. Ну, Чакара большой был праздник. Там большие были планы у нас, но планы не все удалось это сделать. Но то, что было недостатком, наверное, на следующий Чакара это будет учтено. Но был он настоящий большой праздник, праздник песни, значит, песни в Калтасинском районе. Участвовали в Гербер и так далее. Значит, у нас вот в докладе Татьяны Николаевны было сказано о работе летнего оздоровительного лагеря. Уважаемые друзья, уважаемые делегаты, дети просят, дети ждут этот лагерь. В этом году вопрос стоял, открыть или не открыть лагерь. Я говорю, никакого закрытия быть не может. Если мы однажды его с таким трудом открыли, с таким, значит, напорством, дети желают, а как мы можем? Мы же призваны, чтобы дети наши учились чему-то, творчеству, историю изучают, встречались, значит, знакомились. Мы не можем отказать этим детям. Значит, вот я уже был в отделе образования. Чтобы, надо письмо, сказали, заказать деньги для 15 отдыхающих на детей. На 21 день. Мы 10 дней. Хватит нам на 30 человек. Давайте знать, вот здесь присутствует делегация Калтасинского, Бураевского, значит, Балтачевского, других районов. Добивайтесь Ермакеевского района, добивайтесь, чтобы, значит, в отделе образования отпускаются большие деньги для отдыха детей, загородного отдыха детей. Значит, часть этих денег нужно использовать. Мы не делаем здесь политические вопросы. Мы не делаем здесь какие-то себе угодные вопросы. Мы ради детей устраиваем эту работу. Надо эту работу продолжить. Я так считаю и буду в этом помогать. Уважаемые коллеги, вот когда встречаемся, может быть, я побольше выступаю, но мне пойдет, потому что по численности мы самый большой народ. Согласны, нет? По численности мы первые, поэтому я чуть-чуть переборщу вашим временем. Но один раз встречаемся 5 лет, можно же поговорить? А? Значит, новому составу необходимо вместе новые, значит, вот когда людьми поговорим, значит, вот было предложение, Юрий Александрович, обновляйте направление деятельности удмуртского общества, чтобы движение было еще интересным, еще полезным для людей. Вот то, что вы уже сделали, обороты, несколько оборотов, это устарело, обновляйте. Значит, я думаю, это правильно, потому что мы на одном месте топтаться не можем. Значит, молодые придут, они должны двигать это общество, двигать так, чтобы она развивалась дальше и больше. Вот я просил бы, чтобы у нас были женский совет, значит, под крылом этого общества, молодежная группа, в каждом районе, чтобы эти женские советы удмуртские были, они организовались, какие-то встречи, какие-то мероприятия, какие-то проблемы решали. Детские, молодежные, это детские, вот школьные дети, дети, молодежь, чтобы они свои вопросы решали, внесли предложения Национального культурного центра. Вот о телевидении и радио говорили. Вот здесь представители Удмуртской республики есть, они уже обещали было в 2014 году, что будет спутниковое телевидение, удмуртское телевидение спутниковое. Мы его до сих пор ждем, до сих пор его нет. Мы слушаем, большинство слушаем татарскую передачу, башкирскую передачу. Мы не обижаемся, но нам бы слушать свою родной язык на родном языке, родные культуры посмотреть по телевидению. Согласны? Да. Значит,
Очень большая проблема. Учителя удмуртского языка очень серьезно обеспокоены состоянием развития обучения удмуртского языка. Вот ФГОС, федеральный государственный образовательный стандарт ввели. Я педагог с 40-летним стажем. Я не боюсь этого слова, скажу. Он несостоятельный, во-первых. Во-вторых, значит, несостоятельный в той стороне, что он настолько такой. Я уже свой век прошел несколько, значит, этапов изменения образования. Но ни к чему не пришли. Самые лучшие 60-е остались. А они хотят, значит, новые ввести. Значит, физика осталась физикой, математика что его? Хоть как крути, он математика будет. Так или не так? Но информационные технологии надо развивать, я ничего не говорю. Поэтому, значит, здесь мне поговаривают, что за счет ФГОС сокращение будет изучения государственных языков. И за счет этого они хотят отобрать изучение за счет родного языка, хотят изучать государственные языки. Это будет ущемление нашего языка. Поэтому я требую, чтобы мы провели большую, широкую конференцию по изучению удмуртского языка. Решали все эти вопросы с приглашением из министерства, где у нас есть министерство по, как вам сказать, национальному образованию. Имя Артура Шайхетдиновича здесь прозвучало. Он очень тщательно разбирался этим вопросом и очень много нам помогал. Мы были в конференциях, выездах, и последний раз он встретились мы здесь. И то он сказал: болел, через 3 месяца он умер, болел, но приехал к нам, удмуртам. Настолько уважение было у него большое к нам. Дальше и новому составу одно предложение, чтобы концертные из Удмуртии приезжают концерты, большие концерты, чтобы она была планирована заранее, чтобы вот в этом году приедет такой ансамбль, такой театр приедет, вот, чтобы люди знали, вот, каждый раз, каждый год, чтобы мы знали, когда, какой ансамбль приедет, куда мы его поселим, куда мы его пригласим, кто, значит, чтобы люди заранее знали, куда посвятить себя культурный досуг в этом деле. И в конце хочу выразить огромную благодарность Ринату Виктимировичу, значит, нашим соратникам, Совету, что мы, значит, под его руководством сделали огромную работу по сплочению удмуртов, по развитию культуры, традиций, обычаев и много связей между республиками, национальными движениями. И, Ринат Виктимирович, я знаю, что вам тяжело сегодня, но, тем не менее, мы еще раз благодарим вас за ваш кропотливый труд, за внимание, за усердие, значит, в развитии удмуртского народа. И ваше имя, поэтому я всегда говорю, ваше имя, когда любой совет пусть будет, любой, значит, председатель будет, но он будет, значит, всегда на своем месте. Значит, мы его будем уважать, мы его будем слушать, он будет нам направляющим человеком. Спасибо за внимание. Разрешите приветствовать вас от имени жителей Калтасинского района и передать самые добрые пожелания от главы администрации нашего района, председателя районной общественной организации Удмурт-Кенеш Юрия Мизариповича Садырова. В нашем районе насчитывается около 3000 представителей удмуртской национальности, компактно проживающих в 6 деревнях, а также большое количество наших родичей живут в селах Калтасы и Краснохлопский. В районной организации Удмурт-Кенеш проводится большая работа по сохранению и развитию культурного наследия наших удмуртских деревень, языка, традиций, этнической самобытности. У каждой деревни свои песни и танцы, обряды и традиции, какая-то присущая ей изюминка. Даже в разговорном языке есть свои отличительные особенности.
В этом и заключается богатство культуры нашего народа. Сохранить его – наша задача. Во всех удмуртских деревнях района при сельских клубах организованы самодеятельные творческие коллективы. Особой популярностью среди населения пользуются вокальные ансамбли «Марджан» Большетуганевского сельского клуба, фольклорный коллектив «Тюрагай» Малокачевского сельского клуба, вокальный ансамбль «Радуга» Кургаковского сельского клуба, вокальный ансамбль «Жангари» и фольклорный коллектив «Буждор» Большекачаковского сельского дома культуры. Удмуртский фольклорный ансамбль «Ингур» Верхнетыхтевского СДК удостоен высокого звания «Народный». Мы активно участвуем в работе Национально-культурного центра. Проводим в своем районе немало мероприятий, запланированных центром. За последние 2-3 года, к примеру, в Большом Качаке прошли фестиваль детского творчества удмуртских школ, слет заслуженных представителей удмуртской диаспоры республики. В Верхнем Тыхтеме прошло мероприятие, посвященное 75-летию со дня рождения уроженца этой деревни, писателя, лауреата Государственной премии Удмуртской АСР Романа Галискаровича Валишина. При Верхнетыхтемской сельской библиотеке открыт музей писателя и мемориальная доска. А в этом году Калтасинская земля принимала у себя в гостях удмуртов не только нашей и соседней республик, а со всей страны. На фольклорный фестиваль «Древние напевы удмуртов Чакара» съехались делегации из 10 регионов Удмуртии, Татарстана, Марий Эл, Пермского края, Кировской, Тюменской, Свердловской, Томской областей, Москвы и Санкт-Петербурга. И, конечно же, широко была представлена наша республика. Фестиваль проводился 6-й раз. Инициатором в свое время выступила общественная организация Удмуртии «Национальный центр закамских удмуртов». Учредителями и соорганизаторами выступает Министерство национальной политики Удмуртской республики, Всеудмуртская ассоциация Удмурт-Кенеш и Дом дружбы Удмуртии. Нынче к ним присоединились и мы, Министерство культуры Республики Башкортостан, Дом дружбы народов Республики Башкортостан и администрации Калтасинского района. Фестиваль раньше проводился в Ижевске. В этом году он впервые поменял свою прописку. Местом его проведения наш район был выбран не случайно. В одной старинной удмуртской песне поется о горе Чакара. И как оказалось, гора эта расположена в нашем районе, близ деревень Большой и Малый Качак. И песня в старину, соответственно, родилась именно здесь. А потому фестиваль закономерно когда-то должен был пройти у подножия Чакары. Фестиваль произвел огромное впечатление на всех его участников. Лично для себя я сделала такой вывод. Если в таких больших мегаполисах, как Москва и Санкт-Петербург, представители удмуртской диаспоры стараются сохранять свою культуру, язык, свою самобытность, то нам в наших деревнях сам Бог велел сохранить все это. Особенно отрадно отметить то, что возрождаются старые традиции, обычаи. К примеру, в Верхнем Тыхтеме, Большом Туганеево, Большом Качаке возобновили проведение языческих молений перед началом сенокоса или жатвы. В каждой деревне есть свои священнослужители. Проводятся большие моления с участием делегаций всех удмуртских деревень района. Работники культуры также проводят фольклорные праздники Толкилян, Пучинер, Баджимнуна. Самодеятельный коллектив Кургаковского сельского клуба восстановил старинный обряд Бабейтуй. В репертуаре фольклорного ансамбля «Ингур» возрожденные обряды Армейкелян, Хельшон, Лудепрон. Определенную работу по сохранению языка и культуры народа ведут Большекачаковская, Малокачаковская, Верхнетыхтемская и Тульдинская библиотеки, которые обслуживают удмуртское население. С 2013 года Большекачаковская сельская библиотека имеет статус модельной библиотеки и является центром по изучению удмуртской культуры и литературы. Библиотека работает по программе «Мира не узнаешь, не зная края своего». Отличительной особенностью этих библиотек является наличие фонда литературы на удмуртском языке. В настоящее время совокупный библиотечный фонд насчитывает 1631 экземпляров. Большую часть поступлений составляют периодические издания газета «Ошмет», журналы «Инважой» и «Кенеш». Библиотекари бережно относятся к культурному достоянию своего народа. В Большекачаковской модельной библиотеке оформлен краеведческий мини-музей, который занимает... Клуб нужащился библиотекаревсен валтышужзе. Калыклыш даурьяс чоже люкан тодон баланю сес. Улоне зарадьян юлольясе балану торшоно. Школан баштем тодон баланю сыпырныл пьёс. Вайн даур чожелы мед яратозы ворцкем дорзес. Калакзес, солышкылзе, шамюссе юлоясе. Балта чуросен күн утмурт куртьёс. Асавка шавядыны кизганбаш. Күн гордлы вичу пала удмуртьёсыл дешко.
Кукенота кунязик школалан дышетовал, анайклес, но что не нале асавкан гне дышетона удмурткалды. Кытын школа вань, отын улонны пөже. Ми балтачеросын улыш удмурдиоз. Удмурт центрлен программа эспертем уж радиосы, хоть куно торшичком поричканы. Кылчариш, арлы буде умой дышескишнал пьёс, что эсканы воло усточикар лагере. Ожи гужужашки жилёс конкурсын, а селеш богатомлык сез, отчетаны торшо миллиам кижилёсна. Поричкишком налпи творчество фестивале, спорт ятюшатскон ёсына, мукет уж радиосы. Трос пертем уж ёс буде сешко ашмен гуртамы yorosамыно. Школа клубна, библиотека ужащосын, вань уж ёсты тёшен буде сян торшичко. Школа аштымы коллективно, пертем калык щам ёл ёс вылы пыкычкиса уж ёс нуны торше. Вуnuны куцке, ёл ёсты эскерон, солоныл пёсты дышетон, баджим ужен лыпьечко мисое. Пертем уж радиосын, торшичком сосы дышетон, но вожматыны. Гуртамы вань, чиборё калык фольклор ансамбльмы. Очевидно, школа ашкижильёсныл пи ансамбль, но гуртыш моюос. Хоть кут концерт ёсын сошум, подтырва гурт калык ёсты кырджан иктон ёсынызы. Туш шулдорче пор ёслен чемык праздникзе, кычмиарлы бде шум подсак мунишкомы. Yorosama orçiş ektonya, kırcanya yoros konkursu porişkişko, tu ektonya konkursun şkola ашкижильёс ансамбль мы какетин депотез. Соя заре созвetize ижевske чакара праздникено. Орчуларлы буде тулескелян, буджинавно, джичбуреш гуртосы, пумишкон праздник ёс. Кыдын буде скурт калык прышке пертем шудон ёсы, тёшаскон ёсы, сена вылын чузешко пертем кылын шулдыреш кырчан ёс, чебереш ектон ёс. Ожи гарлы буде орчутешко шашкано, бакчаим шесы сижем праздник ёс, мастер-класс ёс. Кытын бачым ёсно, пичиёс шеско пертем ки уж ёслы. Анаята ёсын, мы ёсын, ужиш ветеран ёсын пумишконны сижем уж радиос. Тужно шум подса пометала гурт калык ёс, студент ёсын даща. Ёс ёс. Умой кукет одишкот анай кылды. Кыче умой тонвань, чем толком жутшкына, веселоком эмяшкына, жадилоком шутецкына, яратоком буртяшкына, кыче умой тонвань. Анай шумо, анай тусо, анай сямо кылы. Зензено, Люза Бадриддинова, кыче умой тонвань кылбурас, анай кыл шашатемын, анайлен шумыныз, тусыныз, шамыныз, юнме верамыны вылдыруго, баламон, нырышик, улонын дышетиш, шурес вожматиш, арслат бордем анает, борскем кылыт. Окья вераса, борскем кылды тодотек, кыжоке утмана. Умен юнмата чемалпан, а джамилы духовный нравственный воспитание шотанын, анай кылыз дышетон, баджим интебаштер. Милям брай районынно, утмурт калык учись традициозе, культуразе. Даурьос чоже узырмем духовный культура, азинскис, умой пала воштишконёш шареш шаравераны луэ. Джеч традицияла пөрми школа асын фольклор фестиваль дёс порчитья. Кыл шареш, баджим атыкай ожла, шижимдон артыр монес, ожи культуралыш арзе, yorostиш вань школа асын кусизе. Дышитиш ёс, дышитскиш ёс, вожматизе калык творчество есть, ташазе пёртем концерт ёс, конкурс ёс, яламын вал муниципальный эстафета, мы помним, выльтазла школа, вожматис сабантуй фольклор елолес. Палене раскылья, гувиш ансамблиш нолёсно эктизе утмурт калык эктонес. Добрый день, дорогие приглашенные депутаты, уважаемый президиум. Мы приехали издалека, нас делегатов сегодня 3 из Кушнаренковского района. Наше село Камлы единственное удмуртское село в Кушнаренковском районе. И, наверное, вот я слушаю выступления других делегатов, где-то 800 человек, где-то больше, где-то меньше. Наше село очень и очень небольшое. У нас порядка где-то около 200, но если быть точным, вместе со студентами, которые обучаются в городе Уфе, у нас получается 209 жителей. Это не так много на сегодняшний день. Мне хотелось бы рассказать о сегодняшнем состоянии нашего села. Дело в том, что с каждым днем у нас жителей удмуртов становится все меньше и меньше.
это вызывает обеспокоенность. Вот в это число жителей, вот, которые я назвала, 209, входят ведь не только удмурты. Это не значит, что там 209 удмуртов живут. Дело в том, что я вот проживаю в этом селе уже более 30 лет. Когда я приехала в это село, я не удмуртка по национальности, там кроме меня другой национальности не было, все были удмурты. А теперь в нашем селе проживают и русские, и татары, и даже украинцы есть. О чем это говорит? Это говорит о том, что количество удмуртов сокращается. Почему это происходит? Я думаю, в первую очередь, это происходит потому, что в селе закончили всякое производство. Когда-то был колхоз, процветающий, крепкий колхоз. Теперь, потом он стал СПК, КФХ, и в итоге вообще сошло все на нет. В нашем районе таких хозяйств, сельскохозяйственных практически не осталось. Есть фермерские хозяйства, есть арендующие землю. А на территории нашего села практически нет вот такого организованного хозяйства. В итоге народ потерял работу, и в итоге каждая семья хочет выжить, и вот работоспособные люди, кто может, уезжает в поисках работы. Благо, что рядом Уфа, и у нас практически половина деревни, если не больше, работоспособное население работают в Уфе. То есть обзавелись машинами, кто-то на нескольких ездит в Уфу, работают. В итоге в селе и инфраструктура у нас такая очень большая получается. С каждым днем все меньше и меньше. В 2012 году закрылась наша школа. Это была единственная этническая школа района, но в силу вот происходящих в последние годы событий, то есть оптимизации, оптимизировали и нашу школу. Я, конечно, это все понимаю. Да, подушевое финансирование ввели. В школе учащихся было немного. И на сегодняшний день мы возим детей из нашего села в Ахметово, это соседнее село, татарское село теперь, но школа, теперь не скажешь уже, что татарское, в это село теперь из 4 деревень возят, в том числе наших детей. Из Камлов мы возим 20 детей, и из этих 20 детей удмуртов только 13. Вот когда мы перешли... Поскольку помогает детям не только отдохнуть, но и получить определенные профессиональные навыки и дополнительные знания в игровой, значит и более интересной форме. Лагерь Устойчикар, город Умельцев, организуется с 2003 года на базе пионерского лагеря имени Комарова Татарского района Республики Башкортостан. Это межрегиональный лагерь, где отдыхают и раскрывают свои умения и таланты дети из Башкортостана, Удмуртии, Пермского края. В течение всей лагерной смены с юными дарованиями работают специалисты из Республики Башкортостан и Республики Удмуртия. Они в доступной форме знакомят детей с современными тенденциями развития культуры, историей, обычаями, традициями удмуртского народа. Каждый год работают 8 творческих мастерских, такие направления, как литература, золотая соломка, береста, эстрадные песни, народные напевы, работают с первых дней организации лагеря. Последние 3 года подряд работали мастерские художественные фото, лидер и театр. Кроме участия в работе творческих мастерских, где ребенок обретает уникальную способность творить самому, для детей также обязательным являются спортивно-оздоровительные и культурно-массовые мероприятия, которые начинаются после обеда. Участникам лагеря предлагаются сюжетно-ролевые игры, в основе которых являются Уважаемые члены президиума, дорогой Ринат Витимирович, Гажано, еще раз спасибо, что дали мне возможность пару слов сказать для приветствия на этом важном конгрессе. Я 2 дня тому назад читала лекции в Париже, в понедельник опять читаю лекции в Париже, но между 2 лекциями получилось приехать сюда к своим давним друзьям и участвовать на столько важное мероприятие для удмуртов.
Мне кажется, что на меня задача заниматься международным резонансом этого конгресса и вашей деятельности. Да, в Париже, где я работаю, и в Тарту, где я тоже работаю, есть интерес. Я давно занимаюсь удмуртской культурой. Была первый раз в Удмуртии в 1994 году, это уже время. Но в последние годы специально связывалась в Сатыштинском районе. Спасибо, Ренат Бектимирович, который принял нас именно из-за того, что у вас так органично сохранились и язык, и традиции, и мировоззрение своего народа. И в этом плане, хотя приезжая сюда и живя в деревне, когда мы здесь чувствуем, что есть проблемы, что есть заботы на будущее, но все-таки у вас очень прочная основа, и мы хотим это документировать, чтобы это и показать миру, и показать и в Удмуртию, и показать себе в Европе, что есть в Башкортостане удмуртские сообщества, которые твердые, в которых язык живет, и в которых есть свои моления, свои мероприятия, которые принадлежат собственной удмуртской культуре. Из-за этого мы здесь приехали, как раз не знали об этом конгрессе, но знали о том, что в деревне Янаульского района Вотоше будет завтра моление Луд. И мы туда готовились, но узная, что сегодня это мероприятие в Вильгурте проходит, не смогли не приехать и повидаться со своими близкими друзьями, со своими коллегами. И я желаю вам очень успешной работы, обсуждать важные вопросы, чтобы дальше сохранить и развивать столь оригинальную и ценную культуру. Спасибо. На конференции Удмурта Башкортостана проведена ревизия деятельности Совета общественного объединения Национально-культурного центра Удмуртов Башкортостана за отчетный период. В ходе ревизии сплошным методом проверены документы по основным деятельности Совета. Согласно уставу общественного объединения Совет должен проводить не менее 4 заседаний в год. За 2011-2015 годы Советом объединения проведено 23 заседания, в том числе за 2011 6, 2012 5, 2013 4, 2014 4, 2015 4 заседания. На заседаниях Совета рассматривал следующие вопросы: утверждение ежегодных планов работ, ежеквартальное рассмотрение хода выполнения плановых работ, о проведении дней удмуртской культуры в районах, где компактно проживают удмурты, о проведении фестивалей, конкурсов, спортивных состязаний как среди детей, так и взрослого населения, о выполнении постановления правительства Республики Башкортостан, выборы делегатов за прошедшие за отчетный период, очередной и внеочередной удмуртские съезды, об организации помощи и подготовке кадров в учебных заведениях нашей. Имеются ли другие предложения? По количеству? Нет. Кто за то, чтобы Совет Национального культурного центра Удмуртов Башкортостана избрать в количестве 31 человека, прошу голосовать.
Прошу пустить, против, нет. Так, счетная комиссия, смотрите, теперь ваша работа начинается. По персональному составу Совета Национального культурного центра Удмурта Башкортостана слово предоставляется Николаю Владимировичу Рахимьянову. Уважаемые делегаты, Совет Национального культурного центра Удмурта Башкортостана предлагает следующий состав членов Совета Национального культурного центра Удмурта Башкортостана на ближайшие 5 лет. Асатов Виталий Гарифулович, Баймев Хани Муллаевич, Бектимиров Динар Минигалиевич, Вождаева Анастасия Николаевна, Галямшин Ренат Бектимирович, Галямшин Рустам Ренатович, Гарифулин Селемян Гарифулович, Гафуров Рудольф Кельфанович, Зидымаков Людвиг Латыпович, Зиядденов Ренат Тимирбаевич, Ибраева Земфира Садридиновна, Камиулин Владимир Касимович, Миняхметов Евгений Фазлахметович, Минлибаев Альберт Минисламович, Набиулин Станислав Гадиулович, Букурокова Лилия Галифизяновна, Рахимов Радик Галимзянович, Рахимзянов Эдуард Бурханович, Рахимянов Николай Владимирович, Раянова Расима Исламгалиевна, Садыров Юрий Минзарипович, Саитов Юрий Султангалиевич, Самигулова Ирина Булаяновна, Суфьярова Сакина Садридиновна, Тимирбаев Григорий Юкубаевич, Ханов Сергей Тимирьянович, Фаизова Фируза Шарафгалиевна, Фархуддинова Зефина Ильдусовна, Шайбакова Татьяна Николаевна, Шарафуддинов Рудольф Рафкатович и Шаймуддинова Фаниля Фанисовна. Уважаемые делегаты, у кого какое мнение по персональному составу нового совета? Есть отводы или какие-то мнения нет? Или согласиться с этим списком? Так, как будем голосовать? Списком или списком? Поступило голосовать списком. Кто за то, чтобы совет избирать по списку предложенному, прошу голосовать. Прошу пустить, против, воздержаться нет. Кто за то, чтобы утвердить, избрать, то есть вышеназванных товарищей в состав совета, прошу голосовать. Прошу пустить, против, воздержаться нет. Так, кого избрали, поздравим. От имени съезда. И пожелать новому составу плодотворной работы на благо всех народов республики, не только удмуртского, потому что мы развиваемся только вместе. Уважаемые делегаты, согласно уставу Общественной организации Республиканский национальный культурный центр Удмурта Башкортостана, председатель, сопредседатели и секретарь избираются на съезде из числа членов Совета Национального культурного центра. Слово по предложению председателя и его заместителей, секретаря, представляется заместитель председателя Национального культурного центра Удмурта Башкортостана Саитову Юрису Султангалиевичу. Он уже много лет работал. С кем он будет работать, с кем придется работать. Уважаемые делегаты, предлагается следующие товарищи. Значит, предлагаем Гарифулина Салимяна Гарифуловича. По списочному? Пока предлагайте, и по одному будем голосовать. Так, Бектимирова Динара Минигалиевича, Шайбакову Татьяну Николаевну. Так. И Саитова Юриса Саидгалиевича. Султангалиевича. Заместителем председателя. Так, уважаемые делегаты, ставлю на голосование. Кто за то, чтобы Гарифулина Салима Гарифуловича избрать председателем Национального культурного центра Удмурта в Республике Башкортостан? Салим Гарифулович. Салим Гарифулович, где вы? Покажитесь. Свое лицо покажите народу. Какие мнения? Согласны, да? Других кандидатур нет?
Вопросы согласованы были. Кто за то, чтобы избрать председателя Национального культурного центра Удмуртова Башкортостана Гарифуллина Салим Гарифуловича, прошу голосовать. Прошу опустить. Против, воздержался нет. Единогласно. Ставлю на голосование. Кто за то, чтобы избрать сопредседателем Национального культурного центра Удмуртова Башкортостана Саитова Юриса Султангалевича, прошу голосовать. Прошу опустить. Против, воздержался нет. Единогласно. Кто за то, чтобы избрать сопредседателем Национального культурного центра Удмуртова Башкортостана Биктимирова Динара Енигалевича, прошу голосовать. Прошу опустить. Против? Воздержался нет. Так, кто за то, чтобы избрать Шайбакову Татьяну Николаевну секретарем Совета? Прошу голосовать. Прошу опустить. Против? Воздержался нет. Избраны единогласно. Пожелаем? Да, пожелаем. Пожелаем вам, новому составу руководства Совета, плодотворной работы, чтобы такие же слова услышали председатель и сопредседатели на следующем съезде о их работе, как сегодня оцениваем работу Рената Петимовича Галямшина. От имени съезда Удмуртова Башкортостана выразить благодарность за 19-летнюю плодотворную работу на посту председателя НКЦ Удмуртов Башкортостана Галямшина Рената Бектимировича. И, как уже выразили здесь, и избрать его почетным председателем НКЦ. Так, кто за то, чтобы Галямшина Рената Бектимировича избрать почетным председателем Национального культурного центра Удмуртова Башкортостана, прошу голосовать. Прошу опустить. Против? Воздержался нет. Единогласно. Поздравляем, Ренат Бектимирович. Уважаемые делегаты, я благодарю вас за то, что вы оказали такое большое доверие, избрав меня председателем Национального культурного центра Удмуртова Башкортостана. Я благодарю всех участников, делегатов, всех, кто сегодня приняли участие на нашем форуме, за то, что они приняли самое активное участие. И хочу еще раз, уже много было сказано Рената Бектимировича, потому что мы вместе начинали эти вопросы поднимать. Я благодарю, я помню 91 год, когда впервые проходил первый международный фестиваль в 91 году в городе Ижевске танца. Тогда мы создавали первый коллектив удмуртский в Республике Башкортостан. И этот коллектив с тех пор, значит, через 3 года он получил звание народного, с тех пор этот коллектив у нас работает. И сегодня у нас, представляете, 6 народных и образцовых коллективов удмуртских в нашем районе только. Поэтому, Ренат Бектимирович, я понимаю, что после вас будет мне очень трудно продолжить то, что вы сделали для удмуртского народа. Но я надеюсь, что вот тому активу, который сегодня здесь, мы динамично будем развиваться дальше. Мы не останемся на достигнутом. Поэтому еще раз я вам хочу пожелать благополучия, здоровья, совместной работы во время созидания нашей национальной культуры Республики Башкортостан и, в частности, нашей культуры, языка, традиции и обычаев удмуртского народа. Спасибо вам. Спасибо, Салим Гарифуллович. Дорогие делегаты и приглашенные гости, я хочу выразить огромную благодарность за созданные условия для работы Национального культурного центра
руководителем республики, вице-президента Башкирской АСР Республики Башкортостан и Удмуртской Республики. Потому что в течение 19 лет были всякие жизнь какая была, знаете. Мы всегда поддерживали руководство республики, обоих республик. И в том числе в то же время они помогали нам работать с народом. И также хочется выразить огромную благодарность главам администрации, бывшим и нынешним, в которых проживают удмурты, компактное проживание удмуртов. Они тоже всегда оказывали помощь в создании каких-либо мероприятий, больших или крупных, все равно организовать помощь нужна, поэтому я выражаю огромную благодарность. А самое главное, благодарность вам, что вы всегда поддерживали мои инициативы и общие инициативы, и всегда в течение 19 лет я желаю новому составу вести такую целенаправленную работу. Всегда и удмурт должен с другими шагать наравне с широкой грудью. Мне все народы одинаковы, но удмурт важнее все равно, потому что родная нация. Я желаю вам добрых дел в работе, при необходимости. Сейчас плачу, когда не плачу, трезвым это мыслью. Постараюсь помочь в каких-то организационных моментах. У меня все же остались за спиной много знакомых, которые признают и признавали до этого. Я думаю, что все у нас получится. Спасибо за утверждение почетного председателя. Мне денег не надо, никогда не надо. Вот я грамоту собрал столько, вот за это я работал в 19 лет. Поэтому вы многие тоже так работаете в удмуртском движении. Слава и народ твой родной, вот эта гордость все оплачивает сама по себе. Спасибо вам за участие на съезде, на выборах и за ваши искренние слова благодарности, которые через душу в землю проходят, как электрический ток. Спасибо всем друзьям, знакомым, делегатам. Слово предоставляется Хохрякову Валерию Павловичу.